хочу сказать немножко по поводу, хочу просто выговориться, да, вот. Я много путешествовал, знакомился с людьми, был в гостях у множества людей, с которыми обросли хорошей связью такой дружеской. Но время идет, и мы перестаем общаться в интернете, да. Может быть, кто-то обижается из-за этого, того, что я не пишу. Вы, ребят, вот хочу обратиться к этим ребятам. Если вдруг кто-то обижается, что как бы там давно не общались, там год-два, ребята, извините, но я всех помню. Я всех помню, всех вспоминаю. Времени у меня в дороге много. Не то, что вспоминаю, я никого не забывал. Вот. И если я не пишу, это не значит, что я забыл. Я всех помню, все хорошее. Вот. Просто у меня физически нету времени на это. Я могу написать. Мне даже вот когда люди сами мне первые пишут, я бывает очень долго отвечаю. Могу вот спустя месяц-два даже ответить. Просто вот у меня куда-то в ленту это все уходит. Вот. Но это как бы не признак неуважения или еще чего-то. Просто вот я такой. Как бы времени у меня вот с этой работы реально нет. У меня все внимание в дорогу. Да я не люблю это, о чем вот разговаривать, да, привет, что, как дела, как бы время проходит, у людей очень много чего меняется, и вот это общение, оно мне не нравится. Гораздо проще для меня взять и приехать и пообщаться, вот реально, чем вот это в интернете, привет, как дела, что там, как бы я со своей стороны все выкладываю, люди видят, в принципе, что у меня происходит, да, и вот, что мне рассказывать еще. Как бы те, кто люди мне тоже вот дорогие, интересны, я тоже за ними смотрю, там иногда периодически захожу, что у них нового происходит, вот, если есть время, позволяет, но просто, как говорится, не обессудьте, ребята, я всех помню, всех люблю, никого не забываю, так что все хорошо, живем дальше. Когда-нибудь мы обязательно встретимся, в любом случае, пересечемся. Для меня живое общение в реале гораздо важнее, чем вот это все в интернете. Привет, как дела? Да, я проснулся в 7 утра сегодня, вот еду домой, до дома осталось где-то полчаса езды. В Питтсбургу уже подъезжаю, уже в пригороде практически. Да, и что я могу сказать по наушникам Sony? Они гораздо удобнее для моих ушей. Но если сравнивать с боссами вот этими, то у боссов, конечно, качество звука, воспроизведения намного лучше. Именно на мой вкус. Sony... Качество воспроизведения все-таки плосковатое немножко. Музыка такая становится плоская. У боссов они более сочные басы. Вот в Соньках мне, вот как я начал слушать музыку, мне сразу пришлось лезть в эквалайзер и настраивать под себя. А с боссами такого не было. Там вообще все оригинально, замечательно звучит. На любой громкости, на маленькой. То есть он как будто подстраивается под громкость, под музыку, выражает каждый инструмент, то есть выделяет каждый инструмент, и он как звучит вот, как такая сочная композиция. В Соньках такого не чувствую. Ну и в целом цена его получилась на $100 дешевле, хотя они как бы в одной категории, то есть с шумоподавлением, AirPods такие. Вот, и в целом их всегда сравнивают. Но вот жалко, что боссы, они вот не для моих ушей. Мне хрящи начинают болеть, прям затекают и начинают болеть, дискомфорт. Эти намного лучше. И я не знаю, что делать. Может попробовать еще другие наушники, но надо поискать. Но звук,
может просто пока... Нет, это первое впечатление, оно всегда, в принципе, самое лучшее. И я чувствую, что боссы намного качественнее. Все-таки компания Boss, она не так сильно представлена в России, потому что это премиальный звук. Она не дешевая. Ну, извините, вот за эти AirBuds, да, вот, грубо говоря, боссовские, которые я покупал за $300, в России, ну, будем объективны, могут позволить себе немногие за 20 тысяч. У нас зарплата-то средняя в России, ну, 20 тысяч. То есть среднюю зарплату немногие готовы отдать за наушники. Как в Америке это пустяк, день работы. А в России это месячная зарплата. И как бы немногие готовы. И боссам смысла нету продаваться в России. И про эту компанию мало кто знал. Я про эту компанию узнал только в США. Только здесь. Но, конечно, качество того стоит. Это без шуток. Качество звучания музыки обалденное. Но, как ни парадоксально, компания Sony у меня ассоциируется с хорошим звуком. С хорошим звуком. Наверное, потому что у меня первый хороший плеер появился Sony Walkman. До этого у меня были там какие-то простецкие китайские плееры, MP3 плееры я имею в виду. А потом появился Sony Walkman. И это был такой уровень высокий по сравнению с тем, что было. И у меня на всю жизнь, наверное, Sony будет ассоциироваться с хорошим звуком. Потому что реально это такой космос был после всего китайского. И вот. И с плеером Sony я купился наушники. Это было лет 13 назад, как раз когда я был погружен в транс-музыку, когда я был таким фанатом просто, я жил транс-музыкой. У меня появились наушники Sony Extra Bass, кто знает, такие с помпушками. У меня была вот из этой серии, короче, помпушки, и это был космос, там космический просто бас. На тот момент мне казалось. И вот в сочетании наушники Sony Walkman, плеер Sony Walkman и эти наушники, у меня просто вот отразилось вот на воспоминаниях вот так вот. Всю жизнь будет у меня вот это Sony, это качество. Но если сравнивать с боссами сейчас, то босс, конечно, на голову выше. Что-то я заговорился, даже поворот проехал. Вообще. Все, доброе утро. Я поехал на загрузку. В общем, планы у меня были на эти выходные поехать во Флориду. Я об этом сказал диспетчеру. Вот. Но мне в то же время надо было и домой вчера. Он говорит, давай, что, выходные отдохнешь. Я, короче, найду груз. Он нашел груз под Питтсбургом и в Нью-Йорк. В сам прям город, в Бруклин. И я такой, ладно, что, дома тоже хорошо. И сейчас я загружусь, и, в общем, только в воскресенье я поеду. Вот. И почему я хотел во Флориду? Потому что там приезжает Ален Фила, это египтяне, ну, по транс-музыке, короче. И
я не хотел это пропустить, тем более, если есть возможность поехать на выходные, почему бы и нет. И... Но побуду дома тоже неплохо. Но хотелось послушать музыку, оторваться под нее. Так, приехал на загрузку. Здесь я уже грузился алюминием. Кто помнит, я тут крышу открывал. Очень долго ждал. Вот, сейчас док второй должен открыться. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de Все, загрузился алюминием. Сейчас закрывать крышу. Фу, сейчас приехал. Хотя у меня сегодня фактически выходной. Вот я взял тут алюминий, приехал, там по делам съездил, покатал своих. Сейчас меняю резину. 3 колеса надо поменять, 3 резины. Вот, сход-развал сделать. И все будет окей. Сейчас не знаю, еще не начали ничего делать. Ничего не поменяли, короче. Говорят, болты не смогли выкрутить, прикиньте. Это на сервис болты не смогли выкрутить. Как я выкрутил болты, я вообще не знаю. В прошлый раз, когда первый раз у меня прокол был, обалдеть просто. И говорят, для подъемники типа поднять не смогли. Короче, 3 часа просто так потерял. Но компания это зачтется, короче. Я это припомню все. Ну что, я снова зашел в Target. Угадайте зачем? Сейчас покажу. Так, ну что, сдал свои соньки. Взял я AirPod Pro за 200 баксов. Посмотрим, чем он отличается. Что за вещь такая. Тем более у меня iPhone. Может будет хорошо фурыжить. Вот мы сейчас пришли в Питтсбург, сегодня весь день дома сидели, сегодня суббота, на гору Маунт Вашингтон. Это такая обзорная точка Питтсбурга, отсюда реально классно выглядит Питтсбург, именно даунтаун, вообще шикарно. Настя тоже уходит, что-то. Кого там бойся?
Нас там нет. Нас... Давай. Вау, какой у тебя классный замок, молодец. Все, пришло время ехать в Нью-Йорк. Отдохнул. Вот, до Нью-Йорка ехать где-то 6 часов. Сегодня весь день дождь, кстати. Только мне сейчас надо поправить груз, потому что он упал. Ну как упал? Они, короче, поставили под него дощечки в 3 ряда. В высоту, короче, его подняли, потому что у крана была короткая цепь, и он не мог ниже опустить. И то есть они подняли дощечками высоту. И вот, естественно, здесь в Питтсбурге на горках я просто газанул, и букс, слетело все. Ну, упало вниз. Ну ничего там не произошло, это же алюминий кусок. И сейчас надо просто застроповать сверху, и ничего, нормально. Очень некомфортно ехать, потому что у резины протектор уже подстертый, ну, далеко не свежий. И машину ведет, ну, когда в бороздки попадаешь, вот эти ручьи, так вот вперед прям гуляет нормально. Ну, просто аккуратно, не разгоняться, ехать нормально идет. Но так весь день мне до Нью-Йорка, вот так, с таким дождем, к сожалению. Но будем надеяться, что что-то изменится, но по прогнозу нет. Так, ну хочу рассказать про эти AirPods, ну, про первое впечатление с ними. AirPods Pro, я напомню, что я покупал их. Соньки я тебе отнес, поменял, ну, то есть и купил AirPods. Они обалденные. Вот после Sonic и боссов именно по удобству ношения, удобству самого форм-фактора они классные. Очень удобные, их засунул и вообще их не чувствуешь почти. Ну, то есть забываешь, что у тебя наушники. И они очень маленькие. Это обалденно. Это обалденно.
Sony, Bose, они все-таки тот форм-фактор, который у них есть, они не очень мне нравятся сами, даже эстетически они как такие, не знаю как назвать, не очень нравятся. Ну и неудобные они, неудобные. Bose это самые неудобные для моих ушей именно. Ну то есть это чисто субъективное же мнение мое, для кого-то они будут удобные. Для моих ушей это неудобно. Sony лучше, чем Bose, но не так, как AirPods. Вообще, они обалденные. Это раз, короче, очень комфортное ношение. Два, это офигенный шумодав. Noise cancelling работает обалденно. Вот, например, как со всеми теми наушниками, у меня была проблема. Я открывал окна, дул сильный ветер, и наушники бухали. Когда включенный noise cancelling был, в наушниках так бух-бух-бух-бух звук. Ну, потому что просто по микрофонам, которые поглощают звук, ну, которые воспринимают звук извне, по ним вот ветер, порыв шлепал и, короче, прям бухало. С этими наушниками такого практически нет. Если они бухают, то это не напрягает вообще. Вот, и в этом плане обалденно. Что касается звука, все-таки Боссов было самое классное звучание. Очень классное звучание. Он выделял каждый инструмент, каждый звук он выделял, и не превращалось все это в кашу, например. Но и AirPods, в принципе, меня не напрягают именно по звучанию, нормально звучат как бы, но не так, как Bose. Sony, например, звучали по мне хуже всех. Мне пришлось, как я говорю, залезать в эквалайзер и настраивать эквалайзер, чтобы мне нравилось звучание. А если я уже лезу в эквалайзер, значит уже что-то не то. Вот. Здесь в AirPods, в принципе, нормально все. AirPods Pro я замечу, потому что есть простые AirPods, у них другой форм-фактор, то есть они не затычки, а вот это затычки, там амброшюра есть и затычка. Вот, и именно затычки это классная тема, но я кайфую. И все-таки с айфоном вообще Apple'овская продукция хорошо работает в связке с Apple. Ну, то есть iPhone с iPods'ами там, ну и со всей другой продукцией у iPhone. Вот, и они быстро включаются, достал. И кейс очень маленький. Кейс вообще малютка. Я показывал, какой был кейс у Sony или у тех же боссов, у них очень большие кейсы. Это очень маленький кейс. Это вообще здорово. Ну, то есть я, походу, нашел наушники для себя, именно и по звучанию, и по комфорту. Я реально их сейчас вообще... Меня никак это не напрягает. С боссами болели хрящи очень сильно. С Sony было получше. Вот, но я напоминаю, что я выбирал наушники именно, чтобы было шумоподавление, noise cancelling. Это классно, потому что для моей работы это необходимо, потому что в этой кабине довольно-таки шумно. И я меньше устаю именно с шумоподавлением. Вот сейчас оно включено, я вообще кайфую. Вообще кайфую. Мои просьбы были услышаны буквально вот через 20 минут после того, как я записывал видео. Небо, ну как бы дождевые тучи разошлись, и вот стало нормально, сухо ехать. Кайф вообще. Кстати, почему я так рано выехал в Нью-Йорк? Разгрузка у меня только завтра. Во-первых, я хочу погулять по Нью-Йорку чуть-чуть. Все-таки это наш первый город в США. И мы там прожили 2 месяца, даже чуть больше. И во-вторых, самое главное, я наконец-то заберу наши вещи из путешествия, которые мы там оставили в гостях у Шнайдера, колумбийца, у которого мы гостили. Мы у него оставили 2 велосипеда. В
В общем, практически все, что у нас было в путешествии. Прицеп, сумки, все снаряжение. Мы, потому что когда уезжали в Техас, мы не знали, насколько, надолго ли уезжаем в Техас. И мы взяли с собой буквально 2 рюкзачка небольших, самые необходимые вещи. А остальное все оставили у Снайдера. И вот сейчас я еду к нему забирать эти вещи наконец, потому что у меня было 2 попытки. Первый раз, когда я хотел заехать, когда я ездил в Коннектикут, он не смог. Ему надо было на работу, вот, и, в общем, не смогли мы пересечься так. А второй раз я ему писал уже, но предыдущий диспетчер, говнюк, короче, поменял мне планы, поломал. Тупо своим ослиным поступком. Вот, и я не смог приехать к ним. Хотя был тоже недалеко, там, в Нью-Джерси. Вот, и сейчас наконец-то тот момент, когда я заберу эти вещи. Очень ждем их, потому что там это целые музейные экспонаты фактически. Они нам дороги. Вот едем. Еду. 4 часа осталось до Нью-Йорка. Вот мне интересно, почему в Нью-Джерси, вот зачем вот эти заправщики нужны? С ними так все долго делается. Вот сейчас я в очереди стою. Я на подъезде к Нью-Йорку уже, и Нью-Йорк, судя по картам, там меня ждут пробки очень долгие. Вот, и я не знаю, блин, зачем вот эти... Вот, там девчонки не могут сами из-за этого заправить, потому что американцы, они все послушные. И как бы, типа, если так положено, значит, надо так делать. И, то есть они вообще сами не заправляются. Вот их вообще не хватает, там, этих ребят. Так, ну снова пошел дождь. Вот сейчас подъезжаю к Нью-Йорку. Вот сейчас Ньюарк аэропорт. Это еще все Нью-Джерси. Ну, фактически граница здесь. Здесь пересекаются много раз все это. Вот и начинаются пробки. Судя по карте, тут вообще много времени потеряю. Я на час от запланированного опаздываю. Ну, опоздаю по факту. Я что-то пробки в расчет не взял. Просто сегодня воскресенье, я думал, как бы более-менее спокойно, но это Нью-Йорк. Все возвращаются со своих колхозов, деревень. Здесь тоже лезут не по своей полосе, а потом вклиниваются. Ну ладно, тут все добрые, как бы, все, не знаю, с пониманием относятся. Все спокойно здесь относятся. Тут без нервов лишних стараются. Есть, конечно, экземпляры. Но есть у меня подозрение, что эти экземпляры с СНГшного пространства, с нашего постсоветского. Вот. Но в целом, как бы, никто не ругается, пропускают. Ну, всякое бывает, иногда линию не ту попадешь. А вот как вот здесь вот, например, вот я бы тоже мог поехать вот, случайно по этой, а указатель-то дальше. Ну, то есть не всегда понятны вот эти развилки, потому что здесь они часто очень сложные, бывают такие заплетенные, и не в ту струю можешь вклиниться, и потом приходится вот так вот стоять и вклиниваться в другую. Так что все нормально. А вон и Манхэттен виднеется. Красавчик. 100 лет его не видел. Ну, недавно совсем видел, пару месяцев назад, когда я ночевал. Но это не считается, короче. Сегодня я надеюсь в нем погулять, несмотря на дождь. Все, приехали. Ну вот Шушера идет по обочине, блин. Вот из-за таких потом мы еще в 3 раза дольше стоим. Нет, вы как все нормальные люди, блин. Уж в данном случае.
Так, там впереди туннель еще меня ждет. Вот максимальная высота 12 футов и 6 инчей. Нормально, я прохожу. У меня высота 12 максимум. Нормально, я захожу. Лукойл, тут заправочка тоже. Я даже соврал, точнее не я соврал, а мне соврали. Высота трака этого 10 футов, 10 фитов точнее. Вот. Просто когда я еще сюда устраивался, как бы наверняка там такой чувак, короче, наверняка сказал, что типа 11, там 12, это вообще до 12 высота трака. Вот. На самом деле 10 это по достоверной информации высота трака, так что нормально, 12 вообще вполне спокойно я захожу. Вот Нью-Йорк, включил первое же радио, и это российская, не российская, я не знаю, чья она песня, но на русском языке. Так, здесь бутылочное горлышко было, и вот 2 полосы, и заходим в туннель. Этот туннель уже идет на Манхэттен. Это Холланд туннель, типа голландский туннель. Вообще-то Нью-Йорк же раньше это была голландская территория здесь, в смысле колония. Это потом назвали Нью-Йорк, а так здесь голландцы были первые. Вот, видимо, в дань им и назвали Холланд туннель. Ну все. Привет, Нью-Йорк штат, сейчас посередине здесь будет. Так, вот я и на Манхэттене. Так, сейчас мне на Манхэттенский мост надо будет выехать. Манхэттен-бридж. Крайне тяжело сейчас ехать, потому что разметки вообще, все мокрое, разметки не видно. Очень трудно ее заметить, плюс зеркала, все отовсюду шныряют, типичный Нью-Йорк, короче. И, блин, у меня, честно говоря, очково немножко сейчас. Не очково, а просто вот повороты, вот это все вот делать. Дороги через жопу, блин. Вот и мост манхэттенский. Отсюда много фотографий делают, как раз красивых. Именно Нью-Йорка, Манхэттена. Вон там красота какая открывается. Сейчас Нью-Йорк особенно прекрасен в такую погоду. Эх, ностальгия, как будто родной город проезжаю. Реально, что, почти 3 месяца здесь жили, конечно. Я тут объездил весь Манхэттен на велосипеде. Работал доставщиком еды. Как черепашки-ниндзя почти. Все равно прекрасен. Блин, жить отвратительный город на самом деле. Но, блин, все равно как-то классно, думаешь, вау. Но жить в нем, это я никогда в нем не жил. Нафиг он уже. Вот приехать, так, на небоскребы посмотреть, да, классно. Но все равно что-то прекрасное в нем есть. Вот сейчас открыл дверь, это латинский квартал. Ой, открыл окошко, но я даже до этого чувствовал запах
всяких специй, еды. Вот тут по улице идут вот эти заведения, всякие забегаловки. Вот такой, ох, класс, ой, ностальгия у меня по Нью-Йорку. Вот так вот пахнет Америка у меня. С самого начального уровня познаний ее. Так, а вот этот дом, где живет Снайдер. Вот эти окошки, вот два крайних. Вот там черные где. Вот там мы жили почти месяц у него. Ох, вообще ностальгия. Тут этот райончик такой. Так, я тут машину поставил недалеко, думаю, KFC не обидится. Here. Hey! We finally made it to New York again. Got stuck in traffic, but he made it. Yeah. Hello! Я наконец доехал, Настя, вот до Снайдера. Красавчик, я чуть не расплакался. Oh, and I can walk now, okay? Yeah? Wow. Perfect. I can dance again. Colombian dancing. Yeah, so glad you made it. Вот это our room. Our old room, yeah. Наша комната, ничего не изменилось. Yeah, I was cleaning, I was doing laundry because I'm going upstate. I'm working upstate on a farm. I'm taking care of chickens, so I have to pack my bag. And I'm actually gonna pack my bag, and I go upstate tomorrow morning. That's why last time you were coming, I couldn't wait because I have to go upstate. My boss comes pick me up in a truck. You going now or No, tomorrow tomorrow. morning? Today is Yeah. tomorrow because it's raining right now. Yeah. So we don't want to go today. So tomorrow morning we're going. So I stay there. This week I'm only gonna stay until Tuesday. But sometimes I stay until Thursday, Friday, depends. Yeah. But Вау. Вот в этой квартирке мы жили у Снайдера. No, I just make video. Вот наши велосипеды стоят. Ох, родные, соскучился я. Вон там наш прицеп где-то затаранен. Так, ну первый велик пошел. Вот мой красавчик мой, нью-йоркский бродяга. Так, ну все в сборе. Два велосипеда, прицепик, у всех колеса сдутые вообще прям в хлам. У всех. Конечно, 1,5 года стоять. Все сдуто. Там еще вещи в в кабине. Видео. well, Все, со Снайдером прощаемся. Спасибо. Thank you very much No. for you free storage. the New York place. Да, тут места и так нет, а еще мы тут со своими велосипедами. Вот, это Снайдер из Колумбии, наш друг, big friend, big our friend. Ой, ну, ждем в гости. Welcome to Pittsburgh, Yeah, to our we'll home. do. We'll go to Yes. Pittsburgh soon. We have many rooms, and one room it's for you. Thank you. Окей, все, а я пойду дальше гулять. А вот это магазин K-Food, в который мы постоянно тарились. Продуктовый магазин. Сейчас туда зайду. Что-то я кушать хочу. Вот здесь. Прикольный магазин, много чего есть. Такой он латинский. Большой выбор товаров. Ну, купил, короче, там риса. Хочу кушать очень сильно. Яблок. Бразильского ореха. В машине посижу, покушаю и дальше пойду гулять. А вот здесь мы тоже жили. Это бывшая жена Снайдера вот здесь живет.
Вот. И мы здесь месяц тоже жили, следующий. Она уехала к себе там к родителям, и квартира в это время стояла. Это совсем рядом, кстати, по другой улице только. Так что у нас тут приключения вообще были веселые в Нью-Йорке. Много всего. Было тяжело очень, конечно. Новая страна. Непонятно, что делать. Никого нет. Вот, и нам повезло очень, что мы Снайдера нашли. Так, а сейчас я погулял чуть-чуть здесь по району, буду двигаться с него. Поеду сразу на выгрузку. Вот, несмотря на то, что уже 10:30, я думаю погулять по Манхэттену. Там сесть на метро, там метро рядом тоже. Просто я думал здесь заночевать, но лучше доеду сегодня спокойно до выгрузки и там уже заночую. Тут главное не забыть в Нью-Йорке, что направо поворачивать нельзя. We found a faster route via I-278 West, which saves 7 minutes. If you prefer to stay on the current route. На красный. Вот. Во всех штатах можно, вот только в Нью-Йорке нельзя. Ну, я представляю, что здесь было бы, если бы еще разрешено было бы на красный поворачивать. Тут вообще без того бардак. Все, пока, домик. Это вот такая кафешная беседка стоит. Там люди сидят, как на парковочном месте. Грустно так. Это знакомый чувак пластилиновый. Ну, подъехал к месту. Вот, короче, я здесь буду разгружаться завтра. А вот он и Манхэттен там светится. Но что-то мне лень, честно. У меня ноги уже промокли, пока я там загружал все. И уже время 12 час. Я пока там до метро туда-сюда дойду. Короче, нафиг. Не поеду.